Эмомали Рахмон летит в Ереван на встречу глав стран ОДКБ. Задержан родственник осужденного гражданского активиста Ураза Вазирбекова. В Казахстане критику ОБСЕ президентских выборов назвали предвзятыми и необъективными. В НАТО признали Россию страной-террористом. Завтра, 23 ноября, в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Абдулфатох Шарифзода, президент республики Эмомали Рахмон примет участие в этом заседании. Эмомали Рахмон примет участие и выступит на очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента. Главу государства в поездке будет сопровождать министр иностранных дел Сираджиддин Мухриддин, министр обороны Шерали Мирзо, помощник президента по иностранным делам Азамшур Шарифи, секретарь Совета безопасности Махмудзода Насрулло и посол Таджикистана в России Давлатшох Гульмахмадзода. Кроме президента Таджикистана, как сообщается на сайте организации, в мероприятии примут участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Одним из важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ. В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности. Также с учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Беларусь в 2022-2023 годы, глава Беларуси Александр Лукашенко представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в следующем году. В Хароге задержан один из близких родственников осужденного гражданского активиста Ураза Вазирбекова. По словам близких, задержанный Тохир Абдалбеков, бывший начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Харога, подозревается в оказании материальной помощи участникам акции протеста. Один из сотрудников администрации Горо-Бадахшанской автономной области подтвердил 21 ноября информацию о задержании Тохира Абдалбекова, но отказался сообщить какие-либо подробности. По словам близких, Тохир Абдалбеков был задержан на прошлой неделе у себя дома в Хароге. Какое предъявлено ему обвинение, неизвестно. Им сообщили лишь, что он якобы оказывал материальную помощь протестующим в Хароге. Но, по словам родственников задержанных, никакой помощи участникам протеста он не оказывал. Тохир Абдалбеков, зять Ураза Вазирбекова, владеет несколькими магазинами в Хароге. МИД Казахстана назвал предвзятыми необъективным выводы миссии БДПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в республике. Соответствующий пресс-релиз ведомства опубликовал 21 ноября. В нем отмечено, что заявление наблюдателей также ставит под вопрос эффективность БДПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой Казахстана. В отчете миссии ведомства обнаружило набор типичных для БДПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, а также полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в Казахстане. В деятельности группы наблюдателей БДПЧ ОБСЕ и ее руководство явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона, говорится в сообщении МИД. В нем отмечено, что заявления миссии диссонируют с выводами миссии всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость. Заявление БДПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание, резюмировали в ведомстве. Парламентская ассамблея НАТО в понедельник 21 ноября единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов Альянса четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим. В документе также говорится, что необходимо создать специальный международный трибунал по российской агрессии.
Российские руководители, действующие как настоящие террористы, демонстрируют беспрецедентное варварство. Удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах, заявила новоизбранная председательница парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио Майля. Ранее аналогичную резолюцию приняли ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.